Ученик Чебоксарского кванториума Андрей Павелин разработал приложение для смартфонов и планшетов, которое поможет выучить чувашский алфавит. Школьник планирует представить проект Министерства образования республики. Для кого предназначена программа, расскажет Наталья Егорова. Андрею Павелину помогали и другие ученики IT-квантума. В группе, разрабатывавшей приложение, 4 человека. Сначала родилась идея, затем приступили к техническому воплощению, компьютерному программированию. Работать над проектом ребята начали в апреле. За короткое время им уже удалось достичь результата. Чтобы изобрести приложение, нужно инженерное мышление. Как раз здесь мы инженерное мышление разовиваем у детей. Они проходят весь этап разработки программного обеспечения от придумывания самой идеи до ее технического задания. Сам Андрей чувашским языком владеет, но, признается, подучить получше будет не лишним. Своя же программа ему в этом и поможет. Хотя на деле рассчитана она на обучение маленьких детей в возрасте от 3 до 6 лет. Мы делаем приложение для обучения цифрам и буквам на чувашском языке. Вот. Сейчас мы сделали алфавит на чувашском языке. Он там должен говорить на чувашском языке. Вот нажимаешь на букву, и он тебе говорит, что это за буква. Вот. С цифрами то же самое. Приложение может быть полезным и ребятам постарше, говорят создатели. Хорошо бы внедрить его и в школах. Идею хотят предложить Республиканскому министерству образования. Думаем, что лучше было бы, если бы это вот давали в школе. Вот. Но если уж, то можно и дома самому. Потому что сейчас большинство детей в планшетах, в телефонах и так далее. Вот. Так что им легче было бы обучаться вот на телефонах, на планшетах. Работа над приложением почти завершена. Осталось только сделать озвучку на чувашском языке. Ребята с преподавателями хотят предложить это дикторам чувашского радио. Ну а дальше им остается только ждать, как оценят разработку в Республиканском Минобразования. Наталья Егорова, Оксана Баскакова, Павел Редков. Вести Чувашия.